Экономика, зоотехния, агрономия, юриспруденция и другие. Всего около 10 направлений, по которым в техникуме готовят специалистов. Медленно, но верно интерес абитуриентов обращается в сторону реальной выгоды и действительно востребованных профессий. Вчерашние школьники начинают понимать, что кадровый рынок выходит за рамки экономистов и юристов. Спрос нынче куда больше. Студенты считают, что полученный здесь опыт в любом случае пригодится в жизни. На сегодняшний день многие наши соотечественники, которые занимают престижные должности, окончили именно этот техникум. Поэтому это и дал большой плюс в плане того, чтобы я выбрала именно это учреждение для дальнейшего обучения. Прежде чем поступить в этот техникум, я разузнал и надеюсь, что в будущей жизни я реализую эту специальность. Назрановский аграрный техникум был основан решением Народного комиссариата земледелия, как Ингушский, Общегорский, опорно-зоотехнический ветеринарный техникум. Являясь в регионе единственным образовательным учреждением по подготовке техников, специалистов сельского хозяйства, техникум за все эти годы выпустил немало квалифицированных кадров, которые впоследствии сумели применить свои знания на практике. В этом учебном заведении обучались представители многих народов, и русские, и дагестанцы, и чеченцы, и так далее. И по всей стране можно, наверное, найти наших выпускников. Это было очень солидное, очень хорошее образовательное учреждение с прекрасным коллективом. Поздравить с 87-летием аграрный техникум приехал глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров обошел все учебные кабинеты и пообщался со студентами. Как звали Менделеева? Как его зовут Менделеева? Дмитрий Иванович, не знаю. Дмитрий Иванович Менделеев. А что вы не знаете? Изучаете? На вопросы главы отвечали заочники-юристы. Юнусбек Евкуров поинтересовался, какие знания по выбранному направлению получают студенты, если обучаются всего 3 года, да еще и на заочном отделении. Я понимаю, заочно, здесь еще которые работают. Техникум закончили, высшего образования нет, они пошли заочно. Это я понимаю. А что пацаны приходят девушки, приходят заочно учиться? Ну, у них есть надежда, что они дальше пойдут. У меня нет надежды, что они дальше пойдут. И у вас, как педагога, не может быть такой надежды, потому что не могут они освоить предмет. Заочно, что это довольно серьезная тема. Не знаю, почему так. Изучите опыт в регионах, как это делать. Без замечаний также не обошлось, несмотря на то, что в аудиториях тепло, некоторые студенты сидят в верхней одежде. Красиво, да? Пришли на уроки, здесь внизу гардеробная, повесили одежду. Что это? Форма одежды, что видите? Все замечания глава обсудил с директором СУЗа Курейшем Белхароевым. Юнусбек Евкуров дал поручение постоянно следить за посещаемостью студентов, их успеваемостью и внешним видом. К 87-летию Юнусбек Евкуров вручил приветственный адрес и пожелал дальнейших успехов. В техникуме созданы все условия для подготовки специалистов среднего звена, профессионально-педагогический состав, хорошая материальная база. С предприятиями и учреждениями заключены договоры для прохождения производственной и преддипломной практики. Остальное зависит от самих студентов, от их желания получить необходимые знания. Мы делаем акцент на повышение качества образования, уровня подготовки специалистов среднего звена. Мы стараемся не выдавать дипломы абы кому. Диплом надо заслужить. Мы под него расписываемся. И будучи при наличии этого диплома и куда-нибудь на работу, естественно, мы за него, чтобы не краснели, мы должны сделать так, чтобы они имели достаточные компетенции профессиональные. Сегодня перед системой профобразования стоит задача по обеспечению наукоемких и высокотехнологичных производств, развивающихся отраслей экономики страны квалифицированными рабочими кадрами, способными выполнять профессиональные задания на высоком уровне. Руководство Назрановского аграрного техникума надеется, что справится с этой задачей. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.